Вот я смотрю, что-то мне ноги это тяжело ходили сейчас, вот прям это все части тела, они что я Надо перемещать, да, получается? Получается, да. Лейла Аушева – одна из тех довольных пациентов, которая проходит реабилитацию после инсульта. Женщина ощущает большую разницу между тем, что было до прохождения лечения в новом отделении дневной стационарной медицинской реабилитации, и после. Руками там что-то делать тяжело было. Аппарат у них, тренажер, хороший очень. Домашние замечают изменения? Да. Инновационные установки предназначены для лечения людей с нарушением функций центральной и периферической нервных систем, опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговыми травмами. Оборудование позволяет проходить реабилитацию с комфортом и пользой. Тренажеры в основном работают в формате игры. Допустим, этот тренажер называется Аника. Суть в том, что на руку фиксируют вот такую перчатку, и в форме игры необходимо сбивать вот эти шары с помощью вертолета. Он предназначен для пациентов, которые перенесли инсульт, болезнь опорно-двигательного аппарата и нервной системы. И многие-многие другие заболевания, кстати, тоже. Все процедуры проходят под чутким контролем врачей. Пациенты восстанавливают утраченные функции, разрабатывают конечности. Здесь большие беговые дорожки, велотренажеры, аппарат, имитирующий подъем по лестнице, и не только. Оборудование называется стабилометрия. Он состоит из ноутбука, монитора и самого аппарата. Она предназначена для пациентов, у которых нарушено головокружение, шаткость походки, показания. Это постинсультные больные с рассеянным склерозом. И поэтапно они проходят, и в конце достигается хороший результат. Таким образом, люди, которые обращаются сюда после инсульта или других заболеваний с помощью костылей, уходят уже без них, уверенной походкой. Жители таким преобразованием рады. Теперь, не выезжая за пределы города или региона, можно пройти полную реабилитацию. Многомиллионное оборудование позволяет десяткам пациентов встать на ноги, вернуться к прежним функциям, помогает заново учиться двигаться. В отделении помимо тренажерного зала есть свои палаты, предусмотренные как для лежачих, так и для сидячих больных. Более того, здесь собрана бригада врачей, помогающая пройти реабилитацию. Команда состоит из мультидисциплинарной бригады. Туда входит врач-реабилитолог, терапевт, невролог, травматолог, физиотерапевт, логопед, психотерапевт. Вот эта бригада, она работает на благо пациента. Больные бывают от 40 и 30, по-разному. Отделение у нас очень хорошее, красивое. Больные рады всеми процедурами. У нас замечательные врачи. Одним словом, не выходя из Ингушской республиканской клинической больницы, теперь можно восстановить свое здоровье в самых комфортных и современных условиях. Помимо прочего, в больнице по полису ОМС бесплатно проводятся операции по стентированию сердца. Весь расходный материал имеется. В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения каждый день проводится операция. В день сказать трудно. Это в зависимости от поступления больных. Где-то в среднем 4-5 больных. Вот, к примеру, в субботу, в выходной день, у нас было 7 оперативных вмешательств, 7 больных поступало. То есть предугадать это, конечно, очень сложно. Благодаря совершенствованию системы в РКБ десятки пациентов получают квалифицированную медпомощь. Работа в этом направлении продолжится и дальше. Зелимхан Калоев, Султан Магушков, Магаз 24.